перед тем, как наградить наших товарищей, я бы хотел вручить, у нас в принципе традиционно уже стало, вручение удостоверений сторонников КПРФ. Вот. Ну, и наряду с вручением партийных билетов, сегодня, как уже было на съезде 18-м ЦК КПРФ озвучено, что обратно возвращается в практику кандидатский минимум, и скоро будут внесены изменения в устав КПРФ, которые позволят нам с вами принимать в партию людей через кандидатский стаж. На пути к этому мы уже в течение этого полугодия принимаем людей в партию через своеобразный вот этот кандидатский стаж, который мы обуславливаем вручением удостоверений сторонников КПРФ. Вот те товарищи, которые у нас сегодня активно работали на выборах мэра 28 марта, да, состоявшиеся, которые сейчас активно участвуют и наблюдателями, и членами комиссии, они у нас очень многие, порядка 40, вот это у меня 43-е удостоверение, за этот год 43 сторонник ОФОН. Это потенциальные коммунисты, которые сейчас выдерживают партийный стаж, и мы их будем принимать в партию. И поэтому разрешите под ваши бурные аплодисменты вручить удостоверение за номером 43 за подписью председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, удостоверение сторонника КПРФ Ясинской Ларисе Павловне. Лариса Павловна у нас работник культуры, торговли, человек, который очень много знает людей, умеет найти общий язык с людьми. Это значок столетия комсомола Якутии мы вам дарим, памятный знак в честь такого знакового события. И вот эту книгу «Мандат дружбы» вам на долгую память. Спасибо. Сейчас я вручу. У нас сегодня много юбиляров, и одна из них, уважаемый наш товарищ, человек, который бесперерывный стаж имеет в нашей партии, человек, который сегодня является заместителем секретаря партийной организации номер 14, имеющий множество всевозможных наград, но вообще это человек, наставник молодежи, который лично я очень давно знаю, уважаю, и очень рады сегодня вот этот знак внимания оказать нашему уважаемому коммунисту. Разрешите вручить орден за заслуги перед партией, перед адрес Альбине Михайловне Лыхиной. Специально найдем, чтобы закрыть. Вот так. Да, правильно. Поздравляем. Таким же орденом у нас за заслуги перед партией имеем честь сегодня наградить ветерана вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации, учителя, отличника образования, нашего прекрасного товарища, стойкого товарища, верного товарища, который на протяжении многих лет уже с нами в борьбе за права трудового народа, Владимир Яковлевич Бастион. Сегодня мы вручаем памятную медаль 60 лет космонавтики
человеку, который также имеет большой беспрерывный стаж в нашей партии, человек, который работал долгие годы в отделе сельского хозяйства Якутского горкома КПСС, человек, который многие годы возглавлял первичное партийное отделение номер 29. Это наш тоже наставник, боевой товарищ. Сегодня втроем мы рады, что он сегодня с нами и нашел силы прийти. Разрешите вручить эту медаль и передать адрес Юрию Юрьевичу Лукину. Полет Гагарина над космосом, помнишь? Я тоже помню. Не забываем впечатление. Был молодой, маленький, небольшой же. Мама, человек улетел. А в день космонавтики в 1971 году пролетел на берег Колымя самолетом Ил-18 из Москвы, Черск. Поздравляю. Атрибуты кофе маски. Товарищ Сафонов не подошел, да? Вот наш жадайский товарищ. Так, разрешите очень важные медали нашей также наградить человека, который на протяжении тоже достаточно большого времени с нами. Человек, который, по нему не скажешь, что он справляется сегодня 85 лет, также по Владимиру Яковлевичу. Это наш боевой товарищ, тоже на протяжении многих лет работавший заместителем секретаря первичного партийного отделения номер 29, Егор Петрович Давыдов, служебный работник народного хозяйства. Пожалуйста. Здоровья, успеха. Разрешите также поздравить бывшего секретаря первичной партийной организации номер 13, человека, который также уже на протяжении многих лет с нами находится в одном строю, активно помогает, участвует, агитирует сегодня и сегодня тоже помогает нам работать с нашими домашними ветеранами из партийной организации номер 13. Это Надежда Яковлевна Юрьевских. Поздравляем ее. И второй холод Надежда Яковлевна всегда приходит за газетой и помогает нам ее распространять. Все, всех еще раз поздравляем с праздниками, с юбилеем. Госдуму предоставляет Виктору Николаевичу Губареву, пожалуйста. На втором этапе съезда в Москве, где вы были делегатами, по вашему поручению, избрал вас делегатами Красослав Бухалов, это глава Чемпантинского наследия, и я. Мы очень активно участвовали, и мы вместе с делегатами съезда утвердили список одномандатников, которые идут на выборы в Государственную Думу от Компартии. 225 человек, из них один из нас по избирательному Якутскому избирательному округу Петр Леонидович Амосин. Он очень активно включился в избирательную кампанию, но он уже участвовал в выборах, набрал 15%, это хороший результат. И сегодня, несмотря на то, что там ринулись, уже 9 человек зарегистрировали, у него есть очень хороший шанс, его люди знают, авторитет есть. Он
открыто и сегодня выступает своими программными, значит, заявлениями, да и говорит конкретно о программе нашей партии. А программа нашей партии, лозунг, с которым идем на выборы, за сильную, справедливую, социалистическую родину, за СССР. Этот лозунг очень воспринимается хорошо. И 10 шагов к власти народа. Власть народа. Вот эти два лозунга самые основные. Нашей избирательной кампании мы, значит, идем под этими лозунгами. Принята программа 10 шагов. И вот Петр Львович уже активно очень участвует в избирательной кампании. Избирается половина депутатов по одномандатным округам, половина по партийным спискам. 225 депутатов будут избраны от партии, по партийным спискам. Создано 37 региональных групп. 34-я региональная группа, не 34-я, 11-я избирательная региональная группа, входит туда Республика Саха-Якутия, Иркутская область и Магаданский край. Но мы перед выборами несколько раз я встречался с руководством нашей партии, с Геннадием Андреевичем, Мельниковым Иваном Ивановичем, Сапониным, тоже первый заместитель председателя нашей партии. И мы тоже, я говорил на эту тему, что у нас за 30 лет не было ни разу вообще депутата региональной партийной организации, депутата Госдумы. Но мы в последнее время вообще выступили на первом месте по поддержке Гурбина Павла Николаевича. 27%. Поправки в Конституцию тоже практически на первое место. Ненецкий автономный округ, значит, на первом месте. Там 46 тысяч населения всего они. И мы на втором месте. Более 40% проголосовали этих поправок больше. Ну и вообще работаем очень активно. Только столетие Великого Октября у нас приняло участие в собрании 150 тысяч жителей нашей республики. Ни в одном регионе нет. У нас «Дети войны» сегодня одна из лучших организаций в России. 19 тысяч детей войны, имеющих статус. Несмотря на давление власти, мы приняли этот закон о детях войны. И сегодня его дополнять надо, чтобы туда внести и добиваться, чтобы ежемесячно дети войны, 27-45 год, кто родился, получали ежемесячно доплату 1000 рублей. А мегано-конголазские ветераны обратились, дети войны, чтобы эта доплата равнялась 7000 рублей, потому что растет инфляция, доходы снижаются, а значит, расходы на жизнь повышаются. Поэтому мы, когда беседовали, Геннадий Андреевич сказал, мы очень внимательно подойдем к тому, чтобы региональная группа была такая, что в Якутии была возможность провести своего депутата. Но вот мы всегда не имели такой возможности, как сегодня региональная группа, это имеется в виду Иркутская область. И сегодня 2 миллиона 500 жителей населения, избирателей 1 300 000, где-то 1 400 000 избирателей. У нас 650 избирателей, в Магадане 100 избирателей. Вот у нас 700, где-то более 2 миллиона 200 избирателей. Но придет голосовать, если по-хорошему, значит, 1 200 000 где-то избирателей, если придет голосовать, нужно для того, чтобы избрать по нашей региональной группе, а возглавляет ее Левченко Сергей Георгиевич, мы его знаем очень хорошо, губернатор Иркутской области, сколько его преследовали за успехи в работе, вынудили, значит, уйти его досрочно. Арестовали сына его сегодня, он уже 2-й год сидит, не предъявляя ему никакого, значит,
обвинений? Никакого. И то, что ему говорят, значит, о работе предприятия, которое имело договор с предприятием Беларуси и устанавливали лифты, он ни один документ не подписывал, никогда не руководил этим предприятием, а где-то так, значит, даже непонятно, почему, по какой причине его сегодня держат. Вот давят на него, на Левченко в том числе. Во второй списке я, и третий в списке Сумароков Илья Алексеевич, это крупный руководитель Усольского свинокомплекса, который, у них заработная плата работников более 100 тысяч средняя, 100 тысяч рублей заработная плата. Вот есть все варианты, они всегда за них голосовали, там до 40% получала партия, там поддержку партии. Поэтому и сегодня один мандат будет стоить 250 где-то тысяч голосов, второй мандат еще 100, ну 120, 100, ну вот примерно 350 тысяч голосов по этой региональной группе проголосует, будет 2 мандата. Все есть реальные шансы, чтобы 2 депутатов, значит, по этой региональной группе провести. Мы сейчас план, у нас штаб создали, план, значит, работы есть. Я хочу всех поблагодарить наш актив, особенно штаб, Вячеслава Семеновича Куличкина, Славу Макарова, Андрея Данилова, Иннокентия Ивановича Романова. И несмотря на отпуск, Дмитрий тоже всегда был в курсе дела и всегда руководил, значит, ежедневно. Так что и горком работает, и наши партийные организации. Мы думаем, наращиваем сейчас избирательную кампанию. Список 24 июля Центральная избирательная комиссия Российской Федерации во главе с госпожой Панфиловой рассмотрела партийный список, более 300 кандидатов, оригинальный список кандидатов в депутаты. Я и там Сава Михайлов. В нашей региональной группе всего 10, и в том числе и Сава Михайлов в этом номере тоже есть 7. То есть на весь период работы созыва этой Государственной Думы он, как и я, значит, выберут. Если нет, то все остаемся кандидатами в депутаты на все 5 лет. Если кто-то выбывает, этот может с этого списка и так далее. То есть он полноправно сегодня кандидат в депутаты Государственной Думы. Мы вот на днях получим удостоверение, которое из Москвы уже послали. Ну, власть, вот я уже здесь поздравляю наших награжденных, уже отметил, что власть сегодня ступор. Вообще рейтинг до 20% Единой России упал. Несмотря на то, что их список возглавляет Шойгу и министр иностранных дел Лавров, ну, это им не дает никаких дивидендов, но люди уже не обращают на это внимания, они видят, что наделала эта Россия, Единая Россия. А у них одно – снимать тех, которые сегодня пользуются огромнейшей популярностью. И одним из них Павел Николаевич Грудинин. Вот его не зарегистрировали 24 июля, его исключили из списка. Ему не зарегистрировали незаконно, неправильно, на основе лжи и клеветы. В чем дело? Когда он еще шел кандидатом президента Российской Федерации в 2018 году, ему предъявили это, значит, предъявили обвинение, что в офшоре создано одно из предприятий в офшорах, в котором он имеет значительный капитал и имеет акции этого предприятия, ну то есть оно зарегистрировано на его имя, это предприятие. Уже тогда, в 2018 году, он закрыл это предприятие, как требует его закон. Все, значит, какие-то необходимые процедуры выполнены, и Центральная избирательная комиссия, это вот в 2018 году, вот сейчас они рассматривали это же дело, и не установил никаких нарушений, его зарегистрировали, он участвовал. Но набрав такую популярность, он их напугал, и все эти годы после 18-го, они его преследуют. Они
После этого предприятия, но жену он развелся, у него 2 сына. Жену развелся. Жену все-таки уговорили, эти там, кто с ней работал, уговорили написать заявление и потребовать свою долю акций, как супруг. Потребовать свою долю акций, совершенно не имеет на это права. Она написала заявление в Центральную избирательную комиссию, что он скрывает это предприятие. Ну что, опять его оболгал. И вот идет заседание Центральной избирательной комиссии 24 числа. Рассматривают 3 документа. Первый документ – это заявление Грудинина. Предприятие он закрыл, предприятия этого нет, никаких связей с этим делом нет, и сегодня обвинение совершенно незаконно. Выступает Генеральная прокуратура, которая дала, а супруга его написала заявление в Генеральную прокуратуру, что он имеет там предприятие. И вот выступает представитель Генеральной прокуратуры и зачитывает ответ письма, ответ на письмо этой Грудининой. Ответ на письмо, не обвинение Грудинина, а ответ на письмо. Ну да, ваше письмо и так далее. Документ ничего не представляет, нотариально не заверен. Там обвинение, что это есть предприятие, очень косвенно, есть или нет, якобы туда. Но просто это, бессовестно так Генеральной прокуратуре представлять такой документ, который не отражает его вину абсолютно. И третий документ. Налоговая федеральная служба. Налоговая федеральная служба, которую Мишустин возглавлял, это одна из лучших вообще служб на планете. Одна из лучших. Он ее сделал такой фискальный, что там каждый человек у нас вообще прозрачный. Налоговая служба самые такие, это как финансовая разведка, еще посильнее у него была. То есть она и есть, он ей руководил. Налоговая служба пишет, никаких замечаний, нет Грудинину гражданину, нет никакого предприятия, которому он не платил налоги, нет этого предприятия. Что еще надо? Что просто, понятно. И все равно они поднимают свои ручки и регистрируют. Настолько страх их пересиливает. Вчера выступил Центральный комитет партии с заявлением. Геннадий Андреевич был на этом заседании. Подает Верховный суд Российской Федерации. Если там не решается вопрос, подается партия заявление в Международный комитет по правам человека, но во всяком случае уже чувствуется, не сможем мы уже сейчас добиться, будут тянуть рассмотрение дела, будут рассматривать дела и тянуть, но уже кампания избирательная, скорее всего, пройдет. И потом уже после избирательной кампании дальше. Но они просто вот сейчас сделали все, чтобы он не участвовал. В списке он был, в федеральном списке, тройка была Геннадий Андреевич Зюганов, Светлана Грудинин, Павел Николаевич и Светлана Савицкая. Вот тройка была. Сейчас вот его второй в списке, его не убрали. Как я уже сказал, с 2018 года было 700 дел судебных рассмотрено в отношении совхоза, имени Владимировича Ленина. Мы сегодня тоже свое отношение высказали. Оно сегодня опубликовано в Советской России. Галя очень быстро туда дала нашу информацию, наше возмущение, как и Геннадий Андреевич. Многие там известные люди выступили. Будем дальше проводить, защищаться и, просто разоблачать вот такое решение. И дальше пытаются тоже очень многих. На Бондаренко сейчас пытаются завести уголовное дело. На Бондаренко. Уголовное дело обвиняя его в экстремизме. Вот сейчас зарегистрировали 24-го список, еще есть 10 дней, которые еще идет проверка, продолжается проверка. И вот в течение этих 10 дней они сейчас копают на Бондаренко, который вообще популярностью в Российской Федерации пользуется очень большой. У меня там миллионы подписчиков на его сайте. И многих других сегодня, конечно, давление оказывалось и оказывается. Вот такой страх. Сегодня у нас
но партия авторитет вообще большой, рейтинг большой, и это уже сегодня народ воспринимает. Но провокации могут быть, могут быть. Вот я так не выступал, вам не говорил, раньше как-то не было времени, но перед где-то месяца 2 назад одна жалоба поступила в райком партии, в УБОП, Министерство внутренних дел. Жалобу написала гражданка Степанова, я даже не знаю, кто такая, пока, ну можно узнать, узнаем, но жалоба, обвиняя меня, что я летаю на Новый год в семье за деньги партии. Ну, в принципе, даже если бы летал, это решение партии принимает. Мы из бюджета не получаем деньги. Но это не то. Конечно, нет. Конечно, это ложь. Конечно, ничего подобного. Но они приехали во главе с первым заместителем УБОПа, руководителем УБОПа. Первый заместитель приехал. Значит, и начали изымать документы. Человека 2 с ними, ну так, как говорится. Напугать или не напугаешь, но во всяком случае заняли документ, все проверили, и год собрали командировку, и все. Ну ничего нет, абсолютно, закрыли это дело. Ну, мне официально еще не дали документ, ну последний разговор, ну ничего не надо, нет у них ничего. Ну то есть и дальше будет провокация, конечно, проходить. Сегодня приняли документы дополнительные по проведению публичных мероприятий в период подготовки проведения выборов. Подписал Мишустин. То же самое. Поручается министру внутренних дел Российской Федерации, если выходит несанкционированная листовка, порочит и обзывает Единой России, или листовка не подписана, предписано Министерству внутренних дел найти, и установить изготовителей, установить источник, кто оплатил эту работу, и принять соответствующие меры. Приравняли сегодня экстремизм и терроризм в одной статье, не рядышком. Потому что такой терроризм мы знаем, а экстремизм, вот если я выступил, дало правительство, значит, туда-сюда конкретно назвал фамилию, все экстремизм, призывает к свержению власти. И Платошкин осужден 4 года условно, или 5 лет условно, за то, что он призывал к свержению власти. Его супруга сегодня выдвигается по нашим партийным спискам. Он партии, по-моему, в Алтае или где-то в другом месте. Платошкина, и она пройдет. Она очень на митинге, вот, недавно был в Москве встреча депутатов, она выступала. Но это... Ну, у них же движение, это за новый социализм, который ребята держат. По этой линии идет. По этой линии. От нашей партии идет, от нашей партии. Ну, по нашим спискам. Они самостоятельно не могут выступать. Поэтому, ну, я говорю об этом, это вас не испугаешь. Просто мы будем внимательны, просто мы выполним свою работу, как и всегда. Донесем наши газеты, будет очень много литературы, которую по WhatsApp сейчас наши ребята очень активно работают. И мы выполним свою работу. И я думаю, что очень будет большая поддержка народа, большая поддержка будет, и мы с хорошим результатом должны избрать депутатов в Государственном Доме. Ситуация в республике. Пожары. Мы с Левченко, Сергеем Георгиевичем и я подписали документ, Геннадий Андреевич нам поручил, значит, составить такое письмо в его адрес о ситуации с пожарами в Якутии и вообще с пожарами и в Иркутской области, да и вообще ситуацию с борьбой по пожарам. Мы представили эту записку, свои предложения, причины, хотя не очень известны, но назову очень одну цифру. Иркутская область и Якутия сегодня только в этих двух субъектах 33% лесного фонда всей России. Третья часть. А финансирование на то, чтобы его охранять, тушить пожары, ну практически как любая область большая. 33%. Это первое. Второе. Значит, сегодня принят закон, который все полномочия по сохранности лесного фонда переложил на местные, на муниципальные власти, на региональные власти. А финансирование не дал достаточно абсолютно.
У нас 254 миллиона гектаров лесного фонда, 254 миллиона в Якутии. Из них горело 2 миллиона гектаров. 2 миллиона. Сейчас около миллиона продолжает гореть. Очень ситуация напряженная в Верхневильюрском районе. Но пожаров было десятки, кажется. Сегодня большие деньги республика заплатила за аппаратуру, которая позволяет наблюдать всю эту ситуацию с космоса. Мы получаем ежедневно, правительство ежедневно получает, значит, картинку, где какие пожары, какой пожар присваивается нам. Ежедневно, вот в реальном режиме. Но что, получить картинку, значит, где десятки пожаров, я назвал сегодня Верхневильюрский, Тобельский, Инамский, Намский немножко уже там ситуация лучше, Горный. Вот районы, где очень ситуация пожары, и нужно много туда привлечь. Если раньше, вообще лесохрана была 1500 человек у нас работало, но сегодня их там не больше 200. Но самое главное, нет авиации. Нет авиации. Сегодня работает 5 Ил-76, это вооруженные силы, значит, Российской Федерации. Один самолет Ан-26, циркон, это с аппаратурой, которая выстреливает там снарядами, с химикатами, а он, значит, воздействует на облачность и вызывает дождь, короче, вот такая реакция. Один самолет Ан-26, и таких самолетов он один. Еще есть два самолета Ан-40, которые вообще пока не летают. Б-200 летает, но это же самолеты, которые летают. Вертолеты тоже ковшом эту воду забирают. Это техника, которая должна быть водоем хороший, полоса хорошая. У нас раньше поднималось 50 самолетов Ан-2 ежедневно. И когда летчик пролетал, он видел, что там пожар, сразу сообщал, и через, там была, стандарт был 10-15 часов должен быть там самолет потушить пожар. А сегодня он добирается до пожара, и неделя есть факт. И 2, 3, 4 дня, и нет техники такой, мало авиации. В общем, разрушили всю систему, приняли федеральный лесной кодекс, водный кодекс, который позволяет брать и в частную собственность лесные угодья, в том числе и никакого наблюдения там не вести. Вот такая ситуация. Значит, с пандемией, коронавирус. Мы уже высказались, вот по пожарам в газете «Коммунист» статья есть, мы на сайтах это распространяем, наши материалы, нашу позицию по коронавирусу. Сегодня заставляет людей вакцинироваться. Заставляет, не имеет права эта власть. Почему такая ситуация создается? Разрушили вообще-то все. Если раньше были санэпидемиологические станции в каждом районе, они санитарные нормы всегда, каждый день знали, какая ситуация в школах, там, в садиках, всегда пресекали, большие штрафы были, надзор был, контроль за всем этим и так далее. Но сегодня всех этих структур нет, и вот опять запрещают. Почему люди не идут вакцинировать? Вот просто не идут. Да потому что они не верят в власть. Не верят, никакой веры нет. И они не верят, что это действительно уже вакцина, которая им поможет. И никто четко даже не может сразу. Кому-то помогает, кому-то нет. Но уже власть настолько наобманывает, что народ, самое главное, пропала вера, значит, во власть, что это на пользу идет вакцина. А сегодня издает Министерство здравоохранения, врачи, все должны привиться. Многие отказываются просто, не хотят, сами врачи, понимая, что это не дает 100%. Мы здесь, скажем, я привился, но я считаю, что это добровольное решение должно быть каждого гражданина. Сегодня ситуация непростая, не уменьшается, число заболеваний. У нас уже около 200 вообще-то смертей произошло, более 40 тысяч уже заболело. Пришла информация в Тамоте, 40 человек заболело в неврологическом диспансере, позавчера в эти дни 40 человек заболело. Есть села, где у нас тоже заболеет 20-30 человек, в селах далеко, значит, их приходится ввозить самолетами. Ситуация непростая.
Но этой ситуацией еще и власть пользуется, запретив все вообще-то публичные мероприятия, выборы вот такой ситуации проходят. Голосование 3 дня на пеньках, в палатках, как говорится, 3 дня. И не исключено, конечно, что они будут, конечно, подделывать. И результат, ну, мы должны контроль установить тотальный. Вот у меня все. Спасибо большое. Я вот с этой информацией пока закончил. Если вопросы, пожалуйста.